Xayrli kech barig'izga da. Saat tegal jiydi ham biz boshlaymiz. Так, meni eshitasizmi, meni ko'rasizmi? Напишите, пожалуйста, все ли меня видят, все ли меня слышат. Har birigiz meni ko'rami, har birigiz meni eshitami? Shuni yozig'iz. Hozir bitinigizni, borig'izni borlab chiqam. Kimlar bor, kimlar yo'q. Слышно и видно, да? Все отлично. Хорошо. Tag'in bir qat borig'izga da qaynar salomlar. Men sizni bek shod ko'rargan. Siz bizning продолжающий поток, davom etuvchi potokda birinchi darsga keldingiz. Ayyi. Men ko'ram. Men sizni bek shod ko'rargan. Tag'in qabatlab aytaman, siz ig'tibor etmaysiz, men ruschadan tatarshaga ko'cham, ham tatarshadan ruschaga ko'cham tez-tezgina. То есть вы не обращайте внимания, у меня иногда бывают такие переключки в голове, то что я перехожу из русского в татарский и сразу на татарский на русский, поэтому мне иногда бывает немножечко сбой. Вот. Да, хорошо. Я очень рада вас всех видеть. Давайте, пусть наш вот этот продолжающий поток будет продуктивным, максимально продуктивным, чтобы мы с вами научились разговаривать, научились изъясняться на татарском языке. Точнее, вы научились вместе со мной. И надеюсь, у нас все получится. Я не то, что надеюсь, я в этом 100% уверена, потому что таких целеустремленных учеников я еще никогда не видела в своей учебной практике. Так, ярар. Biz endi 12, нас уже 12. Все, отлично. Хорошо. Раз меня хорошо слышно и видно, davom etamiz ham boshlaymiz. Значит, meni yaxshi ko'rasiz ekan, ham eshitasiz ekan. Demak, boshlarga mumkin. Hozir men sizga prezentatsiyani ocham. Ko'zlaringizni, motor ko'zlaringizni ekranga e'tibor etingiz. Tubagiz. Обратите свои красивые глазки на экран. Низкие сузык овозлар. Biz davom etamiz. Мы продолжаем изучение мягких гласных звуков. Сегодня мы подробно изучим такой гласный мягкий гласный звук, такой как татарский. Татар низкие сузык овоз. Чөнки ул татар телендә генә бар, он есть только в татарском языке. Это такой исключительный звук. Вот. Овозы, мягкая пара буквы О. Ее чтение несколько напоминает русское «ё» в словах «Петр» и «печем». Губы вытягиваются так же, как и при произношении звука «о». Но она более такая, знаете, мягкая, она более так округленная, что ли. Что-то между «о» и «е». Вот что-то вот такое. Ну, такая мягкая она получается. И просто еще запомнить надо то, что она всегда пишется только в первом слоге. Вот, в слове в первом слоге только встречается. Овозы белән яңа сүзләр. Бу сүзләр инде сезгә таныш. Эти слова вам уже, я уверена, они вам уже знакомы. То есть вы с ними уже имели дело, встречались хотя бы даже элементарно в магазине, там вот такие слова есть, получается. Например, süt, молоко, süt. Күн, день, тун, ночь, гүл, цветок, үч, 3. Күл, смейся, өстәл, стол.
Напишите, пожалуйста, знакомы ли вам слова «bu so'zlar sizga tanishmi?» Menga shularni yozig'iz, пожалуйста. Bu so'zlar sizga tanishmi? Әйе, Азат язды әйе дип. Маргаритаға да таныш. Ильяс да язды. Ага, Кент клевый тоже написал. Ярар, мин бик шат. Я очень рада. Идес Алла Тағала дәвам итәбез. Тартык авазлар. Biz инде алар белән танышып киттек. Мы уже с вами немножечко их затронули. Основные правила при их произношении тоже затронули. Вот. В мягких словах и перед мягкими гласными К и Г читается так же, как и в русском языке. Но мы сейчас это просто повторим. В твердых словах и перед твердыми гласными буква К читается как гортанный, произносимый глубоко в горле звук К. В слове дом эй почему-то как сломал систему. Ну, похоже просто. Эй. Эй. Если бы это было бы то это было бы ну, не совсем, а это так мягко. Эй. Так, и вот в твердых словах перед твердыми гласными буква К читается как гортанный, произносимый глубоко в горле звук К. Как будто кашляем, прочищаем горло, а Г как такой же горловой звук Г. То есть получается в мягких словах Г, К, как обычно. Да? Вот, например, невестка, да, килен, мәсәлән. Он придет, ул киле, мәсәлән, да. То есть, видите, я говорю К обычно. Например, газета, например, да, по-татарски будет гяжи. Видите, я говорю Г, как обычно русское Г. Но если, например, с твердыми гласными, да, например, тесто, хамар. Видите, К, она превращается в К. Девочка, кыз, гусь, хас, мәсәлән, да, видите, немножко вот такой вот он получается. Грубый, как будто есть там твердый знак после К. И вот то же самое Г, например, гомер, то есть это получается жизнь, вот, да, вот обозначает, и так далее. Это понятно, да, это по произношению. То есть мы, если видим то, что до или после этого звука Г или К стоит твердо, значит его произносим по-особенному. Если мягкие звуки какие-то стоят, то произносим как обычно. Это понятно, да? Так, хорошо. К, Г или К, Г авазлары белән яңа сүзләр. Мәсәлән, чынаяк, чашка. Вот. Как? Да, кстати. Г, да. Мама дорогая. Вот то же самое. Чынаяк. Чашка. Но, в принципе, чынаяк это тоже, да, литературно в татарском языке употребляется. Я очень мало знаю таких татар, которые говорят чынаяк. Обычно всего уж чашка или в некоторых районах вообще говорят чакар. Чакар. Ну, чашка вот так говорится. Например, бер чынаяк чай. Кош. Кош. Птица. Кыш. Видите, отличается кош, птица. Кыш, кыш, зима. Хорт, старик, старый, старый и так далее. Кстати, вот запомнить можно слово зима таким образом. Есть такой анекдот. Почему татары, сейчас скажу. Почему татары назвали зиму кыш, да, вот? Потому что они не любят зиму, типа кыш отсюда, да? Мәсәлән, это значит, например. Мәсәлән. Не саян, а мәсәлән. Так, у меня тут, конечно, татарской клавиатуры нет, но я напишу так. Мәсәлән. Мәсәлән. Например. Аңладыңыз? Так, вот. Кыш – это зима, кыш – птица. Хорт – старый, старик, или старый и так далее. То есть это и прилагательное, и существительное. Так, Исән булыгыз, Ралиф. Карчык – старуха. Карчык.
Қар, снег. Қыр, поле. Қияш, солнце. Ак, белый, белый, белый и так далее и тому подобное. Так, хорошо. Дальше поехали. Мәсәлән переводится как «например». То есть я же привожу вам примеры. Говорю какое-то правило и говорю «например». Пример. Понятно? Так, дальше поехали. Алгатаба киттик. Или, например, пример, вот что-то в этом роде. Понятно, да? То есть я же вам не могу без примеров давать информацию. Так, кул, рука. Қара, черный. Ой, не пропустил этот. Қызыл, красный. Ағач, дерево. Туғыз, 9. Ақыллы, умный. Или умная, можно, да? Так, хорошо. Это понятно все, да? Переходим. У нас сегодня такая еще тема будет. Мы затронем сегодня с вами, как правильно спрашивать время, как назначать время для свидания, ну, то есть для встречи какой-то, да, то есть это же очень необходимо в нашей обычной жизни, такие моменты, да, и как это будет говориться на татарском языке. Вот это мы сегодня с вами рассмотрим. Гади күнкүреш вазгиятләре, простые бытовые ситуации. Видите, я прочитала гади, потому что г, а идет, да, ведь? Күнкүреш я прочитала как к, обычное, потому что у нас мягкогласное. Вазгиятләре, видите, г, после г стоит ы. Поэтому я прочитала г, гортанно получается. Как спросить, сколько времени и как ответить? Слово «сагат», обратите внимание на написание гласных, слово не подчиняется закону сингармонизма, который мы изучали до этого, да, так как заимствовано с арабского языка. За ним следует вопросительное слово, если задаем вопрос, или числительное, если отвечаем. То есть получается, вот, например, вы хотите спросить, сколько времени, который час, да? «Сагат ниша». Ну, сейчас мы на этом поподробнее остановимся. Вот. Как спросить, сколько времени и как ответить? Саат нищик. Нет, нищик мы не говорим. Саат нищик это не совсем правильно звучит. Время как, что ли, получается? Именно нища. Вот, как раз таки у вас тут мисаллар. Так, саат нища. Саат жиде. Айе. Мария вот правильно писала. Купме сагат. По-татарски я же говорю то, что, как вам правильно сказать-то? Есть определенные правила при постановке предложения, да, поэтому вопрос в конце будет стоять. Понятно, да? Кроме там некоторых только вопросов, например, кем и так далее. Ну, кем в основном в начале будет. А так вопросы всегда в конце. Сагат нище. И нужно отвечать сагат жиде. Вот. 8 тут ничего не стоит. Так, то есть получается, вас спросили, например, сколько время, а вы отвечаете время 8. Ну или 8 час получается. Вот. Сагат ниша, сагат биш. Это получается время сколько? Время 5 или 5 час, да, допустим. Сагат ниша, сагат алты. Например, время 6, да, получается. Сагат ниша, сагат умбер, это 11 уж, да. Сагат ниша, сагат дур, 4. Сагат ниша, сагат уника. Это понятно, да? То есть спрашиваем сагат ниша, сагат, то есть всегда сагат будет в начале говориться. И уже к нему уже прибавляете. Если это вопрос, вы спросить хотите, да, то прибавляете после слова сагат время, после него добавляете вопросительное слово ниша, сколько получается, или который. И уже если вот, например, вы отвечаете, то есть вы сначала говорите слово время, сагат, и уже говорите
число, именно сколько времени. То есть сагат это и время, и час. А перевод один и тот же. Понятно, да? Гафу итегез, извините. Сагат нише, вакыт күпме? Сагат кичке, тугыз. Это значит вечернее, да? Рахмат исан саубулос. То есть я вам сейчас прочитала самый обычный распространенный диалог из бытовой ситуации, да? Вот, например, гафу итегез, ну, всегда обращаемся вежливо, да, получается, гафу итегез, извините. Сагат нише или вакыт күпме? Но, в принципе, чаще всего, конечно, употребляется саат нише. Сагат кичке. Или, например, если вы хотите сказать то, что, например, время 9 утра, именно утреннее, да, то есть уже вместо кичке говорите иртенге тугыз. Например, это будет сагат иртенге тугыз. Вот. Понятно, да? Рахмет, это уж понятно, спасибо. И сенсау было у вас, будьте здоровы, пожалуйста. Перевод, в принципе, такой, да? Сау было у вас, это до свидания. Угу. Масан нашел, да, имя? Так, или, например, смотрите, гафуйтегез, извините, хазер сагат икиме, извините, допустим, ну, надо сверить часы, например, точно узнать, сколько времени, да? Хазер, это значит сейчас, время 2, нет, допустим, сейчас время 3, допустим. Юк, хазер, сагат, ике, тугель, иш. Видите, вы употребляете те самые отрицательные частицы, да? Тугель, которые мы изучали до этого. То есть получается юк, хазер, сагат, ике, тугель, эч. Понятно, да? То есть паузу выдерживаете и просто говорите правильный ответ. Рахмет и саубулус, это уж понятно, да? Это вам понятно, как нужно отвечать в каких-то конкретных бытовых ситуациях? Напишите свои какие-то эмоции, что вы думаете по этому поводу. Нәрселер уйлайсыз, өзіңіздің ойларыңызды языңыз. Әллә сезгә аңлашылмыймы? Миннән сразу мен сезгә аңлатып китәм. Если вам что-то непонятно, прямо сейчас спрашивайте. Я для этого и сижу перед вами, чтобы вам все это объяснить, все показать, все рассказать и ответить на все ваши вопросы. Бүтін сұрауларыңызға жауап беруге тырышырмын. Шәй ішіп отырам, аңлашылды. Тәмлі болсын шәйіңіз. Ага, ярар, мен бик шат. Барығызға да аңлашылды. Миннән ұялмағыз, қорықмағыз. Мин тешләмим. Шуңа күрә сұрауларын языгыз, яме? Хәзер кичке сәгать 7:19 минут. Кичке, иртәнге. Вот так вот. Иртәнге. Кичке. Но это мы изучим. Это просто запомнить. Там всего 2 надо запомнить. Кичке, иртәнге. Ой, иртәнге. Извините. Иртәнге. Иртәнге. Это значит утреннее. То есть часы же у нас бывают и 9 утра, и 9 вечера, правильно? Или, например, дня еще бывает. Анса күндүзгү. У меня тут татарская клавиатура все никак не закачается. Почему-то она у меня удаляется постоянно. Күндүз. Сейчас. Күндүзгү. Это вот такая которую мы сегодня проходили. Күндүзгү. Это значит дневной. То есть, например, время 12 дня, допустим, когда күндүзгү. То есть вам нужно запомнить иртәнге, күндүзгү, кичке. Кімге на вопрос, кімге, куда, кому. Кімге, да. Окончание, по-моему, это окончание. В формате 24 часа не говорится. Не поняла вас есть. Ну, формат 24 сағат деп әйтәләр, да. Әйтәләр. 19 сағат деп әйтәләр. То есть можно и сказать 19:20 на татарском языке, 19:20. Можно сказать 7:20. В этих словах. Так, куда?
Не совсем. Видите, там г, а тут е в конце, Мария. Иртенге, күндізгі, кичке. Это только в этих словах так употребляется. Вот именно иртенге, күндізгі, кичке. В конце е. А вот то, что вы сказали, до этого написали, кемге, нерсеге там и так далее, да? Там уже в конце. Отличие есть, хорошо? Да, Ильяс, употребляется. Игры саат тетелер. То есть и такой формат употребляется, и такой формат употребляется. То есть как и в русском языке, в принципе. Там такой же принцип определения часов. Такой же, неотличительный. Так, это понятно, да? Угу. Готово? Например, то есть вам нужно... Мимбикшат, Мария. Например, вам нужно договориться о встрече. Да? Очрашу турунда сөйлешерге керек. Это не зависит. Ага. Это не зависит. Угу. Так, сәғат нешеде очрашабыз, мәселен. Сәғат нешеде очрашабыз. Во сколько встречаемся, да? Например, вопрос. Синең белән сәғат нешеде очрашабыз, можно спросить. С тобой во сколько встретимся? То есть двух вариантов, да? Например, сәғат нешеде очрашабыз, синең белән сәғат нешеде очрашабыз. То есть вы уточняете, да, вот с тобой именно мы когда встретимся. Татары вообще любят все уточнить. 19-нчы. 19 сәғат 22 минут. Деп айтады. 19 сәғат 22 минут. Ну, лично у меня 22 минуты. 19-нчы түгел, просто 19 сәғат. То есть тут же главное 19 часов, 20 минут это как бы присоединяется, ну, как бесплатное приложение к журналу «За рулем». Вот, поэтому мы главный акцент делаем именно на вот эту первую циферку, да, на 19. То есть 19 часов 20 минут. 19 сәғат 20 минут. Хорошо. Так, очрашу это значит встреча. Очрашабыз, встречаемся. Синең белән это значит синең слово син в родительном падеже. То есть с тобой. С кем? С тобой. Или, например, минем белән, да? Можно еще сказать, со мной. Так, белян это послесловие, употребляется после основного слова и означает с или вместе. Понятно, да? То есть, сәғат нешеде очрашабыз? Или можете вы сказать, например, бүгін сәғат нешеде очрашабыз? То есть, сегодня во сколько встречаемся? Или, например, завтра во сколько встречаемся? Иртәгә сәғат нешеде очрашабыз? Или, например, ну, в основном уж за неделю же обычно или за 3 дня решают, когда во сколько видеться. Вот. Или, например, икенче атнада, на следующей неделе, можете сказать, да? Например, икенче атнада сәғат нешеде очрашабыз. На следующей неделе во сколько увидимся, встретимся. Например, просто. Мәсәлән, да? Это понятно, да? Ярар. Синең белән сәғат нешеде очрашабыз. С тобой во сколько встретимся? Сәғат нешеде, во сколько? Нешеде. Слово неше в местно-временном падеже. Смотрите, вспоминаем 3-й урок. Ну да, это уж я так к примеру привела. За 8 дней, в зависимости с кем. Если это уж близкий друг, то уж там можем за 5 минут. До встречи, да? Бездә 23 сәғат 24 минут. Сюда уже кич. Так, сәғат нешеде во сколько? Нешеде, слово неше в местно-временном падеже. Сәғат 2-де, сәғат 3-те, сәғат 6-да, сәғат 4-те, сәғат 5-те. Видите, окончание опять-таки это да, де, то, те. Опять-таки, если там циферка заканчивается на гласную, либо на звонкую согласную, да, то добавляется окончание, которое начинается на буковку «д». И уже там, если числительное твердыми гласными, то уже в конце «а» будет, да.
А если числительное оканчивается на глухую согласную, то добавляется уже окончание с буковкой «т». И в зависимости от мягкости и твердости слова добавляется либо либо «а». Это то же самое, в принципе, которое мы уже правило изучали. То есть мы, если вас спрашивают, во сколько встретимся, вы можете там ответить, да, на самом деле, например, в 4 дня, допустим, да, давай встретимся в 4 дня. Әйдә, көндезге сәгать 4-тә очрашабыз. Например, давай встретимся в 4 дня. Әйдә, көндезге сәгать 4-тә очрашабыз. Понятно, да? Хорошо. Ребят, это понятно? Дорогие мои, напишите, пожалуйста, вам все ли понятно, аңлашыла ма? Мин тиз бик сөйләмимме? То есть я не слишком ли быстро это все излагаю? Я иногда могу тараторить, просто меня не остановить. Я могу сбавить немножечко темп, если кто-то не успевает за моим потоком речи. Аңлашылды. Ага, ярар. Мин бик шат. Ярар, мин бик шат. Так. Вот. Например, смотрите, договариваемся о встрече. Синең белән сәгать ничәдә очрашабыз? С тобой во сколько встретимся? Синең белән сәгать 2-дә очрашабыз. Синең белән сәгать 6-да очрашабыз. Синең белән сәгать 10-да очрашабыз. То есть можно различные варианты в зависимости, во сколько вы хотите встретиться. Это понятно, да? То есть мы отвечаем на этот вопрос именно так. Но вы можете просто коротко ответить. Если вас спрашивают, например, «Синең белән сәгать ничәдә очрашабыз?» С тобой во сколько встретимся? Вы можете просто сказать «Сәгать 2-дә очрашабыз», да? Или, например, «Сәгать 6-да очрашабыз». Но можете уточнить, например, вечером, да, то, что именно в вечернее время в 6, да? То есть уже говорите «Кичке сәгать 6-да очрашабыз», да? Или, например, «Синең белән кичке сәгать 6-да очрашабыз». Но если вы не хотите так вот прям, не очень. Так, не очень. Ну, это понятно, то, что когда нулевой. Но знаете, например, есть такая практика, получается, Шлахтера, который изучает английский язык. То есть это такой академик, профессор, который изучает уже много лет, он уже, по-моему, даже с 50-х, 60-х годов, изучает английский язык студентам и вообще всем желающим. Метод Шлахтера можете даже в интернете почитать. Вот мы же тоже с самого рождения, нас никто же не учил, например, русскому языку, да? Мы это все на слух воспринимали, и мы не знали ни грамматику, ни правила и так далее, да? Вот. И здесь тоже такой же принцип. Если вы будете чаще слушать вот эту чужую речь, которую вы хотите изучить, вы все равно ее когда-нибудь-то все равно будете понимать. Так будет намного проще, если вы будете постоянно слушать, постоянно с ней соприкасаться как-то. Метод Шлахтера. Шлахтер. Это такой российский ученый. Ну, мой язык же, татарский язык, он для многих как иностранный. Поэтому я очень много... Без 19-да, кичке 19-да очрашабыз. Шлахтер. Сейчас напишу. Ну, может, кому-то интересно станет. Шлахтер. Это вот прям фамилия такая. Наверное, он еврей был. Шлахтер. Так, поэтому просто очень много методики я изучаю. Мне это интересно, чтобы как-то было успешнее мое обучение вас и вообще моих учеников. Так, хорошо. Вот смотрите, да, вот, например, Ильгиз, siz yazғансыз. Biz 19-да очрашабыз. Biz кичке сәгать 19-да очрашабыз. Вот так будет правильно. Хорошо? Говорит, английский легче будет, чем наш родной татарский. Он нам родной, а произношение ломано. Как с этим быть? Говорят, английский легче выучить.
Ну, для кого как. Вот я сама, например, все пытаюсь английский изучать. Мне вот он очень тяжеловато дается, не знаю почему, вот хоть убейте. Мне вот, например, намного проще было немецкий изучить. Мне кажется, всё зависит от желания. Может, я не слишком хочу его изучить. М. Произношение ломаное, оно исправляется, вы же уже теперь знаете основные правила. Ну, произношение, знаете, например, в Татарстане очень много татар, которые, ну, знают русский язык, но у них произношение ломанное, вот как вы написали, да, то есть они с татарским акцентом разговаривают. Ну вот, например, я еще не встречала особо очень много русских, которые пытаются изучить татарский. Так что мы должны как-то все равно гордиться собой. То, что мы изучаем, мы знаем, их язык тоже. Мы билингвы с самого рождения. У нас уже заложено генетически то, что мы знаем одновременно и русский, и татарский язык. Вот. Мария, а вот вы представьте, вот я говорю же, татары, которые изучают русский язык, вот и бывает, что там приезжают тоже из деревни, ну, я тоже сама из деревни, и, например, есть такой жуткий акцент. И частенько бывало то, что русские люди над нами смеялись, то, что у нас татарский акцент. Вот. Так что это нормально, но это же не родной язык, это другой язык. А над произношением можно поработать в любом случае. Это все практика, это все исправляется практикой. Родители говорят, нас научи. Кстати, это очень приятно, то, что вы учите татарский язык. Если знать основные правила произношения вот этих звуков, то без проблем, абсолютно без проблем. Ой, ладно, мы углубились. Давайте. Так, если хотите это пообсуждать, а, решил учить много интересного татарского народа, и обидно, когда не знаешь. Да, языки вообще нужно знать, между прочим. Особенно если еще это твой родной язык. Между прочим, в Турции вообще в одной деревне, в одном селении есть язык свиста. То есть они разговаривают, ну, это называется у них птичий язык, тоже можете погуглить, это интересно. Это они испокон веков передают друг дружке, они свистом общаются. То есть есть у них и турецкий язык, и еще вот этот язык свиста. Муж татарин, это хорошо. Ладно, хорошо. Если хотите пообсуждать эту тему, я могу бесконечно про нее разговаривать, то давайте помимо вот этого курса поболтаем, хорошо? А то мы сейчас ничего не успеем. Корни – это вообще великая вещь на самом деле. Даже говорят, если душа не тянет, то все равно корни тянут. Жан тартмаса да хан тартады, видели. У татаров есть такая поговорка, очень такая действенная. Хорошо, дальше поехали. Так, вот, например, да, о чем я до этого говорила, да, "Синең белән сәгать ничәдә очрашабыз?" "Синең белән иртәнге сәгать унда очрашабыз". То есть мы с тобой встречаемся в 10 часов утра. "Синең белән кичке сәгать унда очрашабыз", с тобой встречаемся в 10 часов вечера. Вот это как раз-таки просто надо запомнить. Иртәнге, кичке һәм көндезге еще есть. Это значит днем. То есть у нас же утро, день и вечер, да ведь? Хорошо. Так, теперь немножечко оставим временные вот эти штучки, рамки, и перейдем к родительному притяжательному падежу в татарском языке. Знание его очень облегчает многие моменты, поэтому он такой нужный падеж, ну, как и все другие падежи. Обозначает принадлежность предмета. Мы же любим всегда, мы же с вами, многие люди, собственники, поэтому, мне кажется, этот падеж очень многим понравится, потому что это принадлежность. Отвечает на вопросы кемнен, чьи, кого, нәрсенен, чего. Напоминаю то, что в татарском языке на вопрос кем отвечает, то есть на вопрос кто отвечает только люди.
только люди. А на вопрос «что?» это и собачки, и кошки, то есть и животные, и насекомые, все что у нас. Понятно, да? Мгм. Так, образуется при помощи окончания «н», «н». Если слово твердое, то «н». Если слово с мягкими гласными, то «н». Все просто. Мисал, то есть пример. Мәсәлән, да? Нәрсәнең китапның. Чьи, кого подразумевается, кому принадлежит. Книги, китапның битләре. Бит – это страница. Страницы книги. То есть эти же страницы принадлежат книге. Понятно, да? Вот, например, вы спрашиваете, чья это ручка, например, да? Ну, давайте, например, скажем то, что это ручка Ильгиза. Ильгизнең ручкасы. Аңладыңыз? Ильгизнең ручкасы. Или, например, мамина шаль, әнинең шәле, мәсәлән. Понятно, да? То есть мы указываем принадлежность предмета. Понятно, да? Вот это что значит наш родительный притяжательный падеж. То есть образуется он с помощью окончания на «н». Дальше поехали. Поставим родительный падеж личные местоимения. Личные местоимения – это заталмашаклары, склонение по падежам, килиш белән терләнү. То есть, смотрите, попробуем вот эти личные местоимения поспрягать в родительном притяжательном падеже. То есть, смотрите, кемнең, минем, то есть это чье? Вы говорите мое, или мой, или мои. Минем, просто минем. Почему второе слово меняется? Вот в данном случае меняется, потому что это минем. Ну, можно еще әнинең шәле, но именно тут меняется. Смотрите, сейчас вернусь. Китап. Ну вот смотрите, потому что почему оно тут меняется? Потому что тут во множественном числе, во-первых, мы говорим, то что страницы книги. Китапның битләре. Просто притяжание, то есть получается. Если вот, например, мы говорим что-то в родительном падеже, то добавляется окончание «е», или же «с». Но это мы еще подробнее будем говорить. Вы должны просто сейчас запомнить то, что родительный падеж притяжательный добавляется на «н». Хорошо? Ильгизнең ручкасы. Марат, все понятно пока? Я просто попутно даю и другую информацию. Мы потом ее будем более поподробнее изучать. А пока у вас будет окладываться так в голове. Понятно, да? Кемнең – это вопрос для людей, а для животных это какой вопрос? Нәрсәнең? Да, да. Именно вот с этим притяжательным падежом, Мария. Именно только с ним. Угу. Хорошо. Так, вот, например, смотрите, чтобы сказать «мой» или «моя», «моё», «мои», да, даже неважно, если это даже множественное какое-то число, да, вы говорите «мәсәлән», она заставки мисал. Например. Нет, «мәсәлән» это вообще как «например», а мисал это конкретно пример. Например. Но это как слова-синонимы, в принципе. А вот мисал употребляется в основном, пишется, когда в учебниках, там вот, например, пример, смотри, пример номер 1, там бывал же в учебниках. Вот, а мәсәлән это вот именно когда ты говоришь, то есть это в устной речи употребляется чаще всего. Понятно, да? Аңлашылдымы? Так, мәсәлән, кемнең? Минем. Это значит мой, моя, мое, мои. Все мое. То есть, смотрите, моя родина. Минем туган ягым. То есть это мое. Минеке. Минем туган яг тоже можете сказать. Мой родной край. То есть уже без окончаний. Так, например, синең это значит твой. Мы уже поспрягаем, да? Твоя, твое, твои. Синең. То есть, например, синең ручка.
Синең ручка бу, синең компьютер, да, допустим. Синең бурының, твой нос и так далее, да? Дальше. Аның – это его или ее. Аның ручкасы, мәсәлән, да? Безнең – это наш, например, да? Или наша, наши тоже не в зависимости от множественного числа и так далее. Это как бы не влияет на окончание. То есть это всегда будет безнең. Сезнең – ваш. Например, безнең әни – наша мама, допустим, да? Сезнең әни – это значит ваша мама. Аларның әнисе уже будет. Я говорю, вы пока просто вот на слух так воспринимаете вот эти второго слова окончания. Мы потом это вот прям поподробно все с вами разберем. Не переживайте. Хорошо? Килиштык. Так, понятно, да? Хорошо, дальше поехали. Поставим родительный падеж личные местоимения и добавим послеслов белян. Что получится? Например, послеслов белян мы знаем то, что обозначает с или вместе со мной. То есть или со, или в, или с обозначает белян. То есть, например, если мы хотим сказать минем белян, это значит вместе со мной. Например, минем белян барасыма? Со мной вместе пойдешь? Когда записывала на повторе, хорошо запоминалось. Угу. Но можно тогда еще раз просмотреть, если так будет проще. Но у всех восприятие же разное. Мне тоже, например, я еще считаю, что я тугоду. Мне надо вот, например, несколько раз одно и то же повторить. Я сама должна вот это вникнуть. То есть я очень долго воспринимаю информацию. Ну, когда она для меня незнакома, первый раз имеется в виду. Так, минем белян это значит вместе со мной. Минем белян барасыма, еще раз повторюсь, минем белян барасыма обозначает ты со мной пойдешь, например, в магазин, да, допустим. Минем белян кибетке барасыма. Ага. Или, например, синең белян барам. То есть вы уже отвечаете, да, например, да, я с тобой пойду. Әйе, мин синең белян барам. Да, я вместе с тобой пойду. Например, аның белян, и вы спрашиваете, допустим, аның белян кибетке барасыма? Вместе с ним или с ней пойдешь в магазин? Да, например, я пойду с ней. Әйе, мин аның белән барам, допустим. Вот еще бы четко. Я же говорю, я очень вспоминаю, когда учила первый класс свой, выговаривать буковку «н». То есть у меня был полностью русский класс, 30 человек, и ни один из них не мог выговаривать буковку «н». То есть, ну вот я и так, и сяк пытался их, чтобы они буковку «н», но сейчас я не знаю, что вы обо мне подумаете, да, но это было очень действенно, то есть мне что пришло в голову, потому что я уже испробовала все. Я им говорю, представьте, что вы сидите на горшке и тужитесь. Они такие, о, да, получилось, и у всех получилась буковка «н». Ну да, неприятный такой способ, ну просто представьте. Вот, и у всех у вас получится буковка «н». Ну, такая она, то есть что-то вот. Особенно слово синең и аның. Вот, аның, синең, понятно, да? То есть как будто бы, ну да, вы поняли меня. Я не буду продолжать. Так, аның белән, это уже сказал, безнең белән. То есть, например, безнең белән барасыңмы? Ты с нами вместе пойдешь? Сезнең белән. Или, например, я пойду с вами, сезнең белән барам. Я пойду вместе с вами. Алар белән, то есть получается. Вместе с ними. Понятно, да? Хорошо. Аларның белән барасыңмы? Да, вместе с ними. Кибеткә барам. Да. То есть, да, я с вами пойду в магазин. Иду в магазин, да? Хорошо, отлично, здорово. Так, и вот смотрите, следующий падеж у нас урын вакыт килеше, местно-временной падеж. Обозначает место, время, нахождение предмета или время, когда происходит действие. Так, у кого это значит кемде, в чем, нерседе, где, хайда,
когда, кайчан. То есть что, где, когда. Понятно, да? Ну, только без что. Нищеде, во сколько. Формируется при помощи окончаний да, де, то, те. Ну, тут я уж тоже опять-таки вам повторяться не буду. Просто немножко напомню то, что если глухое согласное, то на «т». Если слово мягкое, то если слово твердое, то «а». Если слово звонкое и на гласное заканчивается, то окончание будет на «д». То есть тут ничего не меняется. Принцип остается один и тот же. Так, дальше поехали. Например, мисал «Эниде у мамы». Ты где? Я у мамы. Синкая. Синкайда, например, да? Эниде. И еще тут есть такой момент, вам подсказка. Смотрите, если вам задают вопрос «кемде», значит, в вашем ответе будет тоже присутствовать вот это окончание «д», как в вопросе. «Кемде», «д», видите? То есть, ну, «кемде» либо «д», «т», вам подсказка просто. Вот, например, «кемде», «эни», «д». Например, в магазине «кибет», «синкайда», допустим, «кибет», «д». То есть в каждом вопросе у вас подсказка. Кемде, нерседе, кайда, кайшан. Ну, вот здесь уже кайшанга это не действует. Понятно, да? Например, когда это значит кайшан, то есть кайшан куришевс, это мы с вами прошли в начале урока. Нищете, это тоже во сколько. Понятно, да? Например, этиде у папы, эбиде у бабушки. Мектепте в школе. Понятно, да? Хорошо, дальше поехали. Так, это понятно? Мне уже кажется, на подсознательном уровне с вами разговариваю. Напишите, пожалуйста, все ли вам понятно, а то я как-то тараторю и не знаю, понимаете ли вы меня или нет. Siz meni anlaysızmı, siz meni ишетесizmi? Угу. Ну да, если вам было бы непонятно, вы бы, наверное, меня спросили. Хорошо. Ярат, devam etебиз. Дальше продолжим. Опять-таки, вот смотрите, назначаем встречу. Мы договорились с вами о времени, но теперь нужно договориться именно о месте, да ведь? То есть это же, надо же именно где-то встретиться же, да, не просто так же. Встреча же подразумевает, что это какое-то место. Вот. Где встречаемся? Кайда. Кайда очрашабыз, мәсәлән, да? Где встречаемся? Например, кафе, да, то есть в кафе. Например, кайда, в зоопаркта, в зоопарке. Кайда, үйде, это значит дома. Кайда, Казанда. Где? В Казани. Кайда, ауылда, в деревне, да? Кайда, Мәскәүдә, в Москве. Кайда, Санкт-Петербургта. В Санкт-Петербурге. Кайда, мектепте, в школе. Кайда, кибетте, в магазине. Кайда, эште, на работе. То есть, например, вас спрашивают, да, кайда чарашабыз? Вы говорите, например, ну давай в деревне встретимся. Ну, сіз прям можете так сказать, ну эйде ауылда чарашабыз. То есть эйде, да, вот давай, получается. Ребята, уже диалоги промышляются в голове у вас какие-то? Мыслишки, наверное, появляются, не появляются? Напишите, пожалуйста, свои ощущения. Складывается все одну полочку или пока все по разным там захламливается? Вот, например, вы пока пишите, я немножко дальше буду продолжать, хорошо? Например, кайда чарашабыз, где встречаемся? Без кафе да чарашабыз. То есть мы встречаемся в кафе. Кайда чарашабыз, без зоопарка чарашабыз. Мы встречаемся в зоопарке. Кайда чарашабыз, без эйде чарашабыз. Мы встречаемся без сіздің белән интернетта очрашабыз. Дөрес, Илгиз. Без өйдә очрашабыз, это значит дома. Кайда очрашабыз? Без Казанда очрашабыз. То есть мы встречаемся в Казани. Кайда очрашабыз? Без мәктәптә очрашабыз. Мы встречаемся в школе. Кайда очрашабыз? Без кибеттә очрашабыз. Мы встречаемся в магазине. Кайда очрашабыз? Без эштә очрашабыз. То есть встречаемся на работе.
Понятно, да? То есть вы должны понять то, что вот это направление «на» в татарском языке заменяется просто окончанием «да», «де», «то», «те». Понятно, да? То есть или «в» тоже туда же относится. То есть направление, где именно место. Понятно, да? Хорошо. Так, юнэлеш кириши. Следующий у нас падеж – это направительный падеж. Вот, то есть падеж направления. То есть кайдер юнэляу. Юнэля – это значит направляется. Уже от слова, от названия падежа уже понятно. Сіз нинди кафе яратасыз? Сіз нинди кафе яратабызмы? Это вопрос. Сіз нинди кафе яратабызмы? Нет, если вы хотите спросить, вы какое кафе любите, то нужно написать так, спросить. Сіз нинди кафе яратасыз? Угу. Хорошо. Так. Угу. Падеж имеет пространственное значение, используется, чтобы обозначить, куда направлено действие. Например, отвечает на вопросы кимге, к кому, нерсеге, к чему, кая, куда. Образуется при помощи окончания аффиксов га, ге. Так, ну все, не отвлекайте меня. Так, га, ге, ка, ке. Так, ге используется после гласных звонких согласных, ке после глухих согласных. Просто запомните, если окончание начинается на глухой, значит он присоединяется к глухим. Если звонкий, значит к звонким. Понятно, да? Также при добавлении аффикса помним про правила сингармонизма. Также я уже говорил, да, мягкое к мягкому, твердое к твердому. Так как ударение в словах падает на последний слог, при добавлении аффиксов ударение будет падать на них. Понятно, да? Хорошо. Дальше поехали. В русском языке этот аффикс передается при помощи предлога «в», «во», что-то, к чему-то, кому-то, на что-то, кого-то или дательным падежом кому, чему. Мисал, месален. Чинаяка. Например, чинаяка сусалам. Наливаю, допустим, в чашку воду, да, чинаяка. Бульмяге крем, захожу в комнату, там, или, например, бульмяге кр, заходи в комнату, к комнате подходи, например, да. Ишикке, к двери, ишикке бар, подходи к двери, например, да. Рестемге, рустему, к рустему. Или, например, рестемге, туан кынге барам. Иду на день рождения к рустему, допустим, рестемге. Например, купила маме цветы. Әниге шешек алдым. Mesela, да? Әниге. Дальше ағашқа, к дереву, на дерево. И, например, ағашқа барам. Иду к дереву, допустим, да? Эшке, на работу. Мин эшке барам. Иртер. Конечно, оставим тутти-фрути. Так, эшке, на работу. То есть, например, мин иртен эшке барам. То есть с утра я иду на работу. Мәскәүгә мин, мәсәлән, җомга көне Мәскәүгә очам. Я в пятницу лечу в Москву, например, да? Дәфтәргә, например, моны, это мы тоже изучали, это значит, да? Моны дәфтәргә языгыз. То есть это запишите в тетрадь. Сулга налево, унга направо, то есть направление, видите? Ничего сложного нет. Хорошо? Хорошо. Так, поставим личное местоимение, местно-временной падеж. То есть, опять-таки, мина – это ко мне. То есть, у меня кильде – это ко мне он пришел, да, допустим. Синга – к тебе. То есть, у синга кильде – он к тебе пришел. Ана кильде – к нему или к ней пришел. Безге, к нам, безге, mesela, безге кунаклар килде. К нам пришли гости. Аларга кунаклар килде. К ним пришли. Сизге это значит к вам, аларга это к ним получается. Понятно, да? Так, дальше. Урон вакыт килеше местно-временной падеж. Следующий падеж.
Существительным или местоимением, которое заканчивается на гласную или звонкую согласную букву, добавляется окончание «да-де». Существительным местоимением, которое заканчивается на глухую согласную букву, добавляется окончание «та-те». При добавлении аффикса помним также и про правила сингармонизма. В татарском языке вот это правило нужно вообще запомнить. Так как ударение падает на последний слог, при добавлении аффикса ударение переходит на него. В русском языке эти аффиксы передаются при помощи предлогов «в», «чем-то», «на», «чем-то», «ком-то», «у кого-то», «чего-то». То есть местно-временной падеж. Он всегда нам помогает определить место и время этого действия. Понятно, да? Или какого-то предмета. Например, «щинаякта» в чашке. Где? В чашке. Ауылда. Например, ты где? Мин ауылда. Я в деревне. Дәфтәрдә. Где записано? Кайда язылган, мәсәлән, да? Дәфтәрдә. В тетради. Эштә. Син кая? Мин эштә. Ты где? Я на работе. Ты где? Мин Мәскәүдә. Син кая? Мин Мәскәүдә. То есть ты где? Я в Москве. Кайда? Где? На левой стороне, слева ты что, не видишь? Да, например. Или он, да, на правой стороне. Понятно, да? То есть это нам дает информацию именно где и место получается. Так, хорошо. Истякалдрас, вот это нужно запомнить. Он играет на трубе, скрипке, на баяне, например, да? Ол трубада, скрипка, да, баян, да, уйны. То есть он где, на чем играет, получается, да? Он играет на трубе, скрипке или баяне. Ол трубада, уйны. Ол скрипка, да, уйны. Он играет в шахматы, он играет с мячом, он играет в футбол. Ол шахмат, уйны. Ол туп уйны, ол футбол уйны. Вот здесь уже не добавляется, понимаете? Тут название игр, то есть не меняется. Тут уже не добавляется окончание, понятно, да? Дальше. Летом жайкыны, зимой кышкыны, осенью кыскыны, весной яскыны. То есть, если дословно переводить, жайкыны это летом, это то есть как летним днем. Жайкыны. Зимой или зимним днем. Да, ол туп белән уйный, мәсәлән. Да, все верно. Понятно, да? Хорошо. Дальше поехали. Так, поставим личное местоимение, местно-временной падеж. Миндя, у меня, во мне, на мне. То есть, например, миндя туп бар. У меня есть мяч, например, да? Или, например, синдя туп бар. У тебя, да, ведь? Например, в тебе или на тебе есть татуировка, допустим. Синдя татуировка бар. Понятно, да? Например, анда, у него, в нем, на нем то же самое. Например, у нее есть татуировка или на ней есть татуировка. Анда татуировка бар. Или, например, у нее вкусное мороженое. Анда тәмле мороженое бар. Тундырмайды татарча. Так, безде, у нас, например, да, или в нас, на нас. Безде тәмле алма бар, например, да. То есть у нас есть вкусные яблоки. Sizde, у вас, sizde тәмле алма бар. У вас есть вкусные яблоки, например, да, или вас, на вас. Это тоже вот много перевод в одно слово в татарском языке. Аларда это у них. Так тоже можно говорить. Аның татуировкасы только, видишь? Аның татуировкасы бар. Можно и так говорить, да. Аның татуировкасы бар. Хорошо. Только в конце вот это «н» с хвостиком, да, и татуировка «с». Так будет правильно. Хорошо? Так, дальше поехали. Комплександа. Аффиксы направительного местно-временного падежей стоят после аффикса множественного числа лар, лер и нар, нер. Например, уиннарда на играх. То есть, например, на Олимпийских играх, да, Олимпии уиннарында, да.
Ишеклерде, на дверях, уйыннарга, на игры. Ишеклерге, на двери. На двери, то есть, извините. Вот смотрите, вам просто одно нужно запомнить. У нас в любом случае, например, если вы хотите сказать что-то, какие-то предметы в каком-то падеже, но они во множественном числе, то сначала идет само слово, потом идет окончание множественного числа, потом уже идет то окончание, которое вам нужно. Понятно, да? То есть они не меняются местами. Всегда после корневой вот этой штучки, корневой основы слова, получается, идет окончание множественного числа. Только потом уже добавляется окончание какого-то падежа или чего-то, что вам нужно конкретно. Да, на дверях. Нет, ишеклерге на двери именно. Например, приклей на двери. Ишеклерге жабыштыр, mesela. Понятно, да, в этом случае? Так, попробуйте перевести, пожалуйста, вот эти слова. Сейчас у нас немножечко сегодня протянулось, поэтому потерпите, давайте, хорошо? Давайте быстренько переведем вот эти. В быстром-быстром темпе джаза. Ритме вальса, или как там правильно говорить. Давайте тозда, ситке, кимде, шишекке, шинайка түгел, кайда язучыларда, нәрсәгә, каршыкка, агачларда түгел. Давайте, кто самый первый, кто самый быстрый? Тозда именно, Ралиф. Тозда. Нет, не бозда, а туз. Туз. Соль это Мария. Угу. Это получается тозда соли. Соли. Угу. В молоке, хорошо. У кого? Шешекке. Азат тоже соли это, ладно, первое слово. Вот исправили уже. Так, шешекке в цветок. Все верно. Так, шинаяка тугель. Не в чашку, хорошо. То есть мне в бокал, а не в чашку, например, да? Хорошо. Язучыларда. Кто такие язучылар? Кто знает? Кем біле? Қай сөзді айта ала? У писателей. У писателей. У писателей. Нәрсәгә. Зачем, ребят? Нәрсәгә это будет зачем? Или к чему? Угу. Қаршыққа это қаршыққа. Кімге? Старухе. Все верно, хорошо. Так. Қайда это где? Все верно. Ағачларға. Деревьям. Деревьям. Все верно, хорошо. Тутти Фрути, не знаю, как вас по имени. Так. Ағачларда түгел. Не в деревьях. Не в деревьях. Понятно, да? Все, спасибо. Справились. Есть, конечно, маленькие недочеты, но, в принципе, они не такие серьезные. Так, вот, как раз-таки в соли, в молоко, у кого, на цветок, не в чашку, где, у писателя, на что, для чего, к старухе, на деревья, не на деревьях. Понятно, да? Не на деревьях. Угу. Хорошо, отлично, здорово. Так, теперь сейчас мы это будем в конце проходить немножечко. Ой, извините. Так, сейчас мы попробуем с вами составить диалоги. То есть я вас буду спрашивать, вы будете мне отвечать. Так, я буду сейчас выборочно спрашивать. Мария, кайчан синең белән очрашабыз? Теперь Мария отвечает мне. Остальные тоже думают. Мария, кайчан очрашабыз?
Что я спрашиваю только что у вас? Так, у Азата спрашиваю. Сагат нишеде очрашабыз. То есть я вам сейчас задаю вопросы, вы пишите свои ответы. Мария, кайда очрашабыз? Азат, сагат нишеде очрашабыз? Мгм. Да, Мария, молодец. Да. Кайда, я вас спросила, кайчан и кайда, то есть когда и где. Мгм. Азат, сагат нишеде очрашабыз? Так, хорошо. Молодец, Азат, ответил правильно. Ильяс, biz sizning bilan qayda uchrashamiz? Ilyas, biz sizning bilan qayda uchrashamiz? Ильяс, biz sizning bilan qayda uchrashamiz? Попробуйте ответить, пожалуйста. Biz sizning bilan qayda uchrashamiz? Можете придумать, не обязательно там что-то всерьез воспринимать. Это мы просто учим составлять диалоги. Так, давайте не будем тянуть время тогда, хорошо? Еще раз, это будет как домашнее задание. Без синим, блин, кафедра Чурашабас. Все, отлично, хорошо ответили, молодцы. А остальных я спрошу на следующий урок, тоже сделаю такую мини-практику, то есть буду выборочно всех спрашивать. Повторите, пожалуйста, все то, что мы сегодня прошли. Сегодня очень много информации было. Так, я сейчас переключусь, чтобы вы меня видели. Так, хорошо, сейчас, секундочку. Мне видно. Так. Так. Дома все повторить к следующему уроку, да. Следующий урок мы сообщим еще, когда будет. Скорее всего, во вторник. Ну, как обычно, сағат 7-де. Ну, қарарбыз, сөйлесербіз, иә ме? Так, Дина оповестит, и там в группе тоже мы все напишем, хорошо? Так. Ну все, прекратите, пожалуйста, я сейчас буду смущаться. Так. Ну вот у меня все уже мысли. Сіз дәріс оқисыз ма, Литвиновна? Да, я по Литвинову вас учу. То есть там несколько методик. Әлбәттә, дәрес ютубта сакланачак. Так, давайте вот это вы все повторите. На следующий урок я вас буду так вот спрашивать сумбурно по диалогам, то есть чтобы у вас была практика, хотя бы такая письменная. Конечно, я вас не могу всех прослушать, но хотя бы могу вас прочитать. Вот. Барыгызга да бик зур рәхмәт бүген минем белән дәресне үткәргән өчен. Всем огромное спасибо всем, кто сегодня присутствовал на моем уроке. Надеюсь, что и вы в дальнейший урок будете вместе с нами. Әйдәгез бергәләшеп, татар телен өйрәник. Сорауларыгыз булса, мөрәҗәгать итегез, мин ачык. То есть, если у вас есть вопросы, задавайте, я открыта к вопросам. Как не пишите, когда начал занятие. Почему? Это сегодня только так получилось, а так мы будем заранее все сообщать. Поэтому... Да, настроение обеспечили хорошее, спасибо. Барыгызга да хайырлы имеем кишлер телим. То есть я всем желаю хорошего вечера. Спасибо, что были с нами. До новых встреч. Киләсе очрашуларга кадәр. Бик зур рәхмәт. Сау булыгыз.
Sağ bulunuz, барыгызга да.